Здравствуйте, меня зовут Ильчев Арсений Петрович. Я ученик 3-го Б-класса школы номер 21. Я хочу рассказать о такой интересной книжке «Приключения барона Мюнхгаузена», автор Рудольф Эрих Эспер. На протяжении многих лет барон Мюнхгаузен является самым популярным в мире выдумщиком. Но знаете ли вы, что за образом удалого офицера скрывается реальный человек? В Германии в XVIII веке действительно жил человек по имени Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен. В книгах и мультфильмах он нам представляется нам старичком на тонких худых ножках с закрученными ушами. На самом деле барон Мюнхгаузен и все его роды были статными и сильными, как русские медведи. 18 век – это было сказочное время. Настоящие немецкие принцы женились на настоящих русских принцессах. И неудивительно, что барон Мюнхгаузен был в свите одного из таких принцев. В России Мюнхгаузену очень понравилось. Он был бравым офицером, служил России, но барон быстро оставил службу в России и вернулся на родину. Там он женился и занялся хозяйством. А иногда уютными вечерами в кругу друзей рассказывал свои истории и путешествиях о походах в России. Существует мнение, что среди гостей был ученый и писатель Рудольф Эрих Эспер. Когда барон Мюнхгаузен рассказывал, он все записывал, а потом через несколько лет издал книгу о приключениях барона Мюнхгаузена. Барон Мюнхгаузен родился 11 мая 1620 года в маленьком городке в немецком Боденвердах. Род Мюнхгаузена начался с монаха. В переводе с немецкого «нух» означает монах, а «хаус» – дом, то есть дом монаха. И действительно, на фамильном гербе Мюнхгаузен изображен монах с посохом и книгой. Вся книга целиком и полностью состоит из невозможного. Сущность привлекает барона Мюнхгаузена. Может, он смел и находчив, весел и добр. Барон Мюнхгаузен учит никогда не сдаваться и выходить из самых ужасных ситуаций. Но любой человек на его месте опустил руки и впал в уныние. Но барон Мюнхгаузен никогда не теряет присутствие духа и выходит из самых ужасных ситуаций. Спасибо за внимание.